Ну, я сейчас понимаю, это юрта Чаптаковых. Кто организовал, как это все Значит, первый раз в истории значит, правления Булакина значит, город Абакан был представлен хакасским родом, выбрали род Чаптаковых. Вот поэтому значит, род Чаптаковых представляет эту юрту, представляет свои обычаи, традиции, дерево родовое, значит, своих ветеранов и свое видение хакасского стола. Поэтому, значит, среди Чаптаковых очень много деятелей культуры. Ну, мы знаем, да, министра, бывшего, первого министра Республики Хакасия Владимира Грачевича. Значит, двое народных артистов, это Геннадий Николаевич и Светлана Семеновна. Вот. Ну, есть члены, художники, члены Союза художников России. Вот их работы здесь представлены. Значит, также у нас есть Чаптаковы, которые вышивают, усхоллар, шьют, то есть это все, вот все, что здесь представлено, это сделано членами нашей фамилии, нашего рода. Значит, относимся мы к роду Ахасха. Ахасха, да. Да. С этого рода вышли фамилии Чаптаковы, Абдины, значит, Абумовы, Тазмины и Доможаковы. А вот сейчас можете прокомментировать, что здесь выставлено? Вот одежда, я смотрю, фотографии, хотя бы. Представлен род нашими ветеранами. Ну, здесь не все, это только тех, которых быстро смогли собрать. Поэтому практически 30% мужчин Чаптаковых погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Поэтому в связи с этим связано, что вообще это проблема всех хакасов, потому что практически половина мужского населения погибла во время Великой Отечественной войны. В связи с этим не развился, все хакасы не развились. Соответственно, численность у нас примерно между 50 и 70 тысячами плавает. Вот. Ну, это последствия Великой Отечественной войны. То есть, если царь, когда мы были царскими людишками, нас не брали в армию, то, в принципе, численность росла. То есть, в настоящий момент почему не растет? Я считаю, что потому что нет традиции признавать себя хакасами. Хотя я надеюсь, что молодежь активно участвует сейчас в родовом движении, значит, участвует в праздновании. Поэтому думаем, что на следующую перепись хакасов вырастет процентов на 10. А интересно, вроде Чаптаковых сколько человек насчитывается? Вот значит, по статистике больше 5000. Это те, которые носят фамилию Чаптаков, и жены, и дети вместе, да? Да, и жены, и дети, включая именно жен, которые приняли фамилию Чаптаков. То есть не отказались, то есть именно такая статистика. Но кто из них себя считает хакасами, мы думаем, процентов 80, наверное. Да. Еще следующий вопрос. Вы можете сказать, вот, идея родового фонда, она каким образом она реализована у вас? Значит, вообще работает это? Нет? У нас, да. Значит, мы в 2001 году создали фонд рода Чаптаковых. Значит, я вот его организатор, и я его пытаюсь последние, скажем так, 10 лет поддерживать. Да, поэтому, значит, все, что происходит в роде Чаптаковых, то есть я уже сказал, 2 раза проводил съезд рода Чаптаковых, ну, то есть, как мы съезжаем родовое в деревню. собрание, да? Да, это как бы большой пикник такой, да, когда съезжаются все Чаптаковы, кто себя считает родней. Значит, там мы чествуем своих ветеранов, старейшин чествуем. Значит, чествуем, особенно внимание даем женщинам, которые пришли к нам, к нашу фамилию, род наш, да, у которых 3 и больше сыновей. Это те женщины, которые именно увеличивают количество нашего рода. Поэтому особое внимание им уделяем. Интересно, с какими родами Чаптаковы близится более всего? Есть такие какие-то? Да, мы традиционно мы же качинцы, да, соответственно, все, кто относится к качинцам, они традиционно близкие рода к нам. Очень близкие, и у нас очень много связей родственных с Катановыми. Это, значит, почему? Это считать нужно по месту расселения. То есть мы жили на разных берегах реки Абакан. Соответственно, вот у меня бабушка Катанова. Вот она, значит, ее дедушка мой просто
свататься ездил зимой через реку Абакан. Когда Абакан встает, соответственно, вот эти вот брачные связи у нас очень сильно развиты были. Поэтому вот Геннадий Николаевич, да, народный артист, мы с ним через Чаптыковых у нас 15 поколений. А по Катановым мы двоюродные братья. То есть поэтому вот с Катановым, потому что рядом были деревни, соответственно, у нас у Чаптыковых много мужчин, у Катановых много женщин. Соответственно, эти женщины практически вот замуж выходили за Чаптыковых. Очень много браков у нас таких, именно Катановых, Чаптыковых. С 2001 года я возглавляю род Чаптыковых. Значит, был избран на родовом собрании. Значит, стараюсь его имя рода нести очень высоко, поэтому иногда нас не любят, и иногда даже гонениям подвергались. Но сегодня, в принципе, я считаю, времена поменялись, наши городоначальники значит, понимают, какой столицей они руководят. Вот, у нас значит, традиционный пирог есть, значит, такой своеобразный тамга, да, то есть тасхаджах. Ну, это как бы импровизировано, но как бы сегодня мы пытаемся все-таки найти наше родовое тамга, то, что вот зайсаны, которые печати ставили. То есть это по линии Ахасха. Поэтому как бы, ну, сегодня вот именно вот это. Так, и официально вы Василий Василий Иванович Чаптыков. Да, еще и официально Челочичок. Ну вот здесь видите стилизированные уже костюмы Чаптыковых. То есть это сшиты они на заказ нашего музея. То есть это пойдут уже как экспонаты музея. То есть отсюда они уже перекочуют в наш музей и, соответственно, будут выставлены уже в новом музее как традиционный. Вы имеете в виду Кровеческий республиканский музей? Да, Кровеческий республиканский музей. Они будут выставлены как уже именно то, что уже более современные хакасы носили. То есть это уже более как бы 19 века ветераны нашего рода. Значит, ну вот конкретно могу рассказать про своего отца. То есть отец у меня Чаптыков Иван Федорович, родился в 1916 году. Значит, в 1938 году закончил военное училище, сразу попал на Халкингол. То есть воевал на Халкинголе где-то полгода. Оттуда их сразу перекинули на финский фронт, на Белофинскую войну. Полностью от звонка до звонка отвоевал на Белофинской войне. Закончил войну старшим лейтенантом. Значит, был направлен на Новосибирск. В Новосибирске занимался формированием дивизий на фронт Великой Отечественной войну. Значит, одну из первых дивизий, которая была сформирована, командиром роты попал на Подмосковье. Из дивизии осталось их живых всего 7 человек. В связи с тем, что и то это были люди, которые были либо ранены тяжело, либо контужены. То есть практически дивизию всю перемололи. Вот. Их 7 человек, которые остались, они все были представлены орденам и наградам. Но он уже после этого больше не смог воевать. В Новосибирске, значит, занимался той же работой, формированием дивизий. Особенно занимался формированием поступающих из Якутии, значит, Тувы, Хакасии, потому что знал языки местные, потому что набирались, скажем так, воины, которые русский язык не знали. Поэтому отец прям занимался до конца войны там. После войны был назначен в гарнизон города Южно-Сахалинска, ну и там вышел на пенсию. Дальше работал на партийной работе. Поэтому умер в 1973 году. Я младший сын, у отца 6 детей. Все сыновья. Род у нас Ахасха. Значит, входят потомки Чаптых, Тазмин, Абдин, Абумов. Значит, ну, Доможаков еще, предположительно, Доможаков, почему не указано. Значит, в основном Чаптых пошел вот Чаптых, который, значит, вот у нас Ойла Чаптых. Вот. От него у него 4 сына. Первый это Степан, и ветка пошла Кишгалиглер. Значит, это вот Геннадий Николаевич, артист, это вот эта ветка его. Вот. Значит, потом, значит, Волган и Егоров, это ветка, это моя ветка. Значит, дальше ветка, значит,
Черепан. Это бывший руководитель Хакасчиры газеты Максима Чаптыкова. Это вот ихняя ветка, да? Вот. И Тошпахтар, это представитель, это Владимир Геннадьевич Чаптыков, министр культуры. Вот это ихняя ветка. Самые большие ветки это Киджигалиглер, вот видно она, да, огромная. И Тошпахтар тоже самое. А наши ветки маленькие. То есть... На данном значит, фото представлен наш близкий нам род. Это Сёк Чапты. Он расположен в Горном Алтае. Там есть священная гора Чаптыхан. Но предполагаем, что это выходцы отсюда. Это часть качинцев, которые с джунгарами ушли. То есть они осели в Горном Алтае. Вот, и, соответственно, у них своя тамга и немножко свои, тоже, но они тоже относят себя, они считают, что у них Сёк Чапты, хотя у нас Сёк Хахаска.